technical problem У нас сегодня возникла техническая проблема, поэтому мы позже начали. Parmas labu adi namgyunda kaju malamji ji kajo ting sunsoran chimbro ti tela ziyo mare. Миксе чеже кaju маламji цортеле малам parmas чеже тагараб досимре. У нас сегодня второй день особого Кагималама, мы называем его особый Кагималам, поскольку он не проходит вместе, обычно вместе проведения Кагималама в Бадгае, а проходит в Бакар-Шедре. И поэтому этот малам не имеет номера. Как обычно, все номера, все Кагималам имеют номера. Этот малам не имеет номера, это особый Кагималам. И все монахини пребывают в своих монастырях. И главным монастырем по проведению малама является Шедра, монастыря Бакар. Мы все можем соединиться вместе, встретиться вместе благодаря интернету. И поэтому я хочу вас всех тепло поприветствовать, всех учителей, кемпу, лам, всех монахов и монахинь, а также всех этих мирян, кто слушает эту трансляцию по интернету. Я вас всех тепло приветствую. Как вы все знаете, эти семена, которые выросли в то, что мы называем Кагималамом теперь, они были посеяны в 1980-х годах в предыдущем Кебджа Кала Ринпоче в Бадгае, где по инициативе Кала Ринпоче проводилась небольшая церемония по чтению молитв, устремления, молитв благого поведения. И это было тем семенем, который вырос в Каги Малам, который возглавил предыдущий Бакар Ринпоче. И он возглавлял Каги Малам несколько лет. И в 2000 году, когда я приехал в Индию, я впервые смог посетить Каги Малам в Бадгае. И в 2004 году я внес довольно много изменений в те тексты и ту последовательность проведения Каги Малама. И поэтому то, что мы называем сейчас Каги Маламом, это то, что было начато Кала Ринпоче и Бакаром Ринпоче. Именно благодаря их доброте мы сейчас можем проводить этот Каги Малам. И у нас этот особый Каги Малам. И все те монахи, которые собрались в Бакар-Шедре для проведения Кагью Гунчу зимних дебатов Кагью, также в этом могут принимать участие все монахи и монахини из своих монастырей. Сегодня я хочу немного рассказать вам о жизни Атиши. Атиша — это тот мастер, кто обладал особой добротой к людям Тибета, и он основал отдельную линию передачи учений, линию Кадампы. И мастер Кагью Гампопа, он сначала изучал именно учение Кадампы.
Затем, когда Гампопа встретился с Миларепой, он получил от него наставление по Махамудре, и таким образом он стал держателем обеих линий, линии Кадампы и линии Махамудры. И затем, когда Гампопа начал учить других, то публично он учил стадиям пути школы Кадампа. И когда он учил особых учеников, например, тех, кто пребывал в затворничестве, тех он учил наставления Махамудры. И таким образом в своей традиции он соединил Кадампу и Махамудру. И именно поэтому и для линии Кармакагью Атиша также имеет особое значение. И поэтому я хочу на протяжении последующих 3 дней учить историю жизни Атиши. К сожалению, я был очень занят в эти последние дни, поэтому у меня не было возможности как-то подготовиться особым образом. Но я хотела воспользоваться этой возможностью на Кагималаме, чтобы обратиться ко всем вам. Итак, первый вопрос, который нам следует рассмотреть, это когда же Атиша родился? Скорее всего, Атиша родился в 982 году. У Драмтомпы есть есть сочинение, кратко излагающее историю жизни Атиши, и в нем говорится, следующий гуру родился в год огненной тигрицы, что соответствует 982 году нашей эры. И похоже, что это наиболее распространенная, наиболее приемлемая дата его рождения. Это 982 год. Второе — это место его рождения, где родился Атиша. Атиша родился в средневековой Индии. Индия в Средневековье состояла из 5 регионов. Это Восток, Юг, Запад, Север и также Центральный регион. И они составляли эти 5 частей. Поэтому часто Индия называлась земля благородных, состоящая из 5 регионов, 5 земель. И именно в этой благородной земле Индии родился Атиша. Об этом часто упоминается в источниках, в китайских источниках. Например, об этом говорится в географии Индии, говорится в труде Сюаньцзяня, посвященном путешествию по Индии, в нем говорится о том, что Индия состоит из 5 частей. Об этом не так часто упоминается в тибетской традиции. И Бодхгая, поскольку она находится в центральной из этих 5 регионов, является центральной землей. И поэтому Бодхгая традиционно считается центром, как географическим центром, так и центром с точки зрения распространения дharмы. И из этих 5 регионов Индии Атиша родился в Восточной Индии, в том, что называется Бенгалия. И об этом Драмтапта говорит в восхвалении 30 строф. Восхваление Атиша в 30 строфах. Он говорит, что Атиша родился в процветающей земле Бенгала. Однако, если мы взглянем на современную географию, эта земля в настоящее время не входит в состав Индии. Это является отдельной страной под названием Бангладеш. И хотя
В древние времена, в Средневековье, эта земля Бангладеша принадлежала Индии. И это так же, как что когда говорится, что Будда родился в Непале, в прошлом эта земля принадлежала к Индии. Но сейчас это независимая страна Непал, поэтому можно говорить о том, что Будда родился в Непале. И также можно сказать, что Атиша родился в Бангладеш. Также можно сказать, что в средневековой географии Атиша родился в Индии. И а, где же находится место рождения Атиши? Согласно 80 строфам восхваления Атиши, составленным мастером по имени Накцо, в восточном регионе Сахоры, в великом городе под названием Викрамапура. То есть здесь говорится, что Атиша родился в Захоре, в королевстве, в царстве по имени Захор, в городе по названию Викрамапура. Это на территории Бангладеш. В современном Бангладеше это принадлежит к району под названием Муншигандж. И этот Муншигандж в Средневековье назывался Викрамапура. Именно поэтому говорится в этих 80 строфах восхваления, что Атиша родился в Викрамапуре. И Викрамапура, согласно истории Бенгала, с X до XIII века была столицей 3 династий. Это Чандра, Вармана и Сена. 3 династии, правящие Бенгалом. И правление этих династий распространялось также и на соседние земли. И это был большой центр буддизма в Восточной Азии. В VII веке Сюань Цзянь также посетил Викрамапуру и описал свое впечатление от этого посещения в своих хрониках. И мы можем сказать, что местом, поэтому мы можем утверждать, что местом рождения Атиши было Викрамапура, либо современный Мушиганж. В какой же семье родился Атиша? Говорится, что Атиша родился в королевской царской семье. И это была династия правителей Пала. Его отца звали Кальяна Чандра, а его мать звали Шри Прабхавати. У его родителей было всего 3 детей, 3 сыновей. Они родились один за другим. Старшего звали Падмагарба, среднего Чандрагарба и младшего Шригарба. И Атиша был средним сыном. Атиша родился Чандрагарба. Его старший брат Падмагарба стал следующим царем. И младший брат Атиши Шригарба также стал монахом. И после того, как Атиша отправился в Тибет, Шригарба также посетил Тибет для того, чтобы встретиться с Атишей, но он опоздал и не смог встретиться с ним. И это есть такие свидетельства о жизни Шригарбхи, младшего брата Атиша. Согласно современным историям, современной истории Бангладеш, говорится, что отца Атиши звали Кальяна Чандра, и он был 3-м правителем династии Чандра
восточного Бенгала. То есть он принадлежал к династии Чандры и Восточного Бенгала и был третьим правителем этой династии. И он правил с и он правил с 975 по 1000 год нашей эры. И в восхвалении Атише Драмтомпа говорится, его отец происходил из знатной семьи линии правителя Захора. И И этот вопрос, где находится Сахор, либо Захора, как также она называется в древних хрониках. Есть много различных описаний того, чем является Захор. Например, в синих аналах говорится о том, что слово, которое в тибетском известно как Захор, на санскрите называлось Сахора. И это слово на санскрите означает «хороший», «прекрасный» и так далее. Однако я думаю, что, возможно, это название семьи, царской семьи, благая семья, превосходная семья. И именно поэтому эта земля называлась Сахорой, либо Захор на тибетском. Но это лишь предположение. Мы не знаем этого наверняка. Говорится, что во время правления тибетского царя Трисонга Дацина, что примерно было 200 лет до рождения Атиши, Шантаракшида пришел в Тибет. И говорится, что мастер Шантаракшида также происходил из Восточной Индии, и что он принадлежал к той же семье, что и Атиша. И поэтому в восхвалении Атиши Драмтомпа говорится, что Атиша родился в семейной линии, которая принадлежала Бодхисаттва Шантаракшида. И это нам говорит о том, что два самых влиятельных индийских махапандиты в истории Тибета, истории буддизма Тибета, они оба происходили из Восточной Индии, и оба принадлежали к одной семье, к одной семейной линии. И это, возможно, свидетельствует о том, что между ними была предыдущая древнекармическая связь. И когда Атиша был ребенком, он был известен под именем Чандрагарба. С раннего возраста он был очень, очень умным, и он очень уважал своих родителей. Он также был очень красивым, очень привлекательным. Говорится, что все, кто видел его, они просто очаровывались им. Он был таким очаровательным. И говорится, что у него, его лицо было еще более привлекательным, чем его тело. И поэтому говорится, что даже учителя гуру, которые были свободны от желания, они к нему очень хорошо относились. И если уж такое отношение было к нему со стороны гуру, то что же говорить об обычных людях, которые не были свободны от желания. И об этом говорит сам Атиша. Он говорит, я был таким красивым, что все гуру были очень рады мне, очень рады были видеть меня. Говорится, что когда Атиша был маленьким, либо молодым, у него с раннего возраста были видения
Ариатары, и он получал благословение от Ариатары. Однажды говорится, что когда он спал во дворце, раздался очень, очень сильный звук, как будто бы что-то разрывалось, что-то ломалось. И его родители были взволнованы и быстро отправились в место, где спал Атиши. Когда они пришли в его комнату, они увидели, что там был большой скорпион, который выпал из этой трещины, и он упал прямо напротив Атиши. Однако Атиша смотрел на него, но не проявлял никакого страха. И, и скорпион просто развернулся и ушел сам. И о чем это свидетельствует? Говорит, потом это является знаком того, что перед тем, как он увидел лицо Юдама и мог практиковать естественность, у него были препятствия. То есть скорпион символизирует препятствия. А на следующий день, после этого пришествия со скорпионом, ночью снова раздался сильный треск. И когда родители пришли в его комнату, они увидели, что перед Атиши расцвел красивый цветок синего лотоса от палы. И Атиша сказал, что в то время он увидел лик Тары. Его родители не смогли увидеть лик Тары, но они видели свежераспущенный цветок от палы. Как бы там не было любые вопросы, либо сомнения, которые возникали у Атиши по поводу Дharмы, он просто он не задавал их никаким учителям в физическом теле. Он готовил подношение перед изображением Тары и возносил молитвы благопожелания и обращения к Таре. И даже если Ариатара не даровала ему непосредственно учение Дharмы, все сомнения, которые возникали у Атиши, они просто рассеивались благодаря этому. Это говорит нам о том, что с раннего возраста Атиша увидел Тару и получил ее благословение. И говорится, что затем Атиша начал свое обучение, и до того времени, когда он достиг 10-летнего возраста, он изучал медицину, различные ремесла, также каллиграфию и прочее. И он овладел всеми этими сферами науки во всем совершенстве. И это всего в Древней Индии было 64 вида искусства и науки. И говорится, что Атиша обрел совершенное знание все эти 64 вида искусства. Также он изучил грамматику, логику, санскрит и прочее. В 80 строках восхваления, составленным мастером Накцо, говорится, что до того, как Атиша достиг возраста 21 года, он уже обрел совершенное знание 64 искусств, всех ремесел, санскрита и логики. И какой же был уровень знания о Атише? Как хорошо он знал логику и грамматику. Есть такое упоминание, что когда ему было 15 лет, он лишь раз прослушал учение, называемое по Прамане,
которая называлась одна он получил лишь один раз учение по Брахмане, и после этого он смог победить в дебатах не буддистских ученых. И после этого он стал очень известным. Об этом говорит Геше Джонгун Пачамбу. После этого, когда Ачиша отправился в Тибет, в Тибете не было одной системы произношения санскритских мантр. И был мастер по имени Бангтун, и он произносил длинное дарание Авалокитешвары. И благодаря этому он мог проявлять благословение, получать благословение, даровать их другим. Но Атиша, когда увидел это, он сказал, что благословение происходит не от произношения мантры Бангтомпы, но благодаря его добрым намерениям. И поэтому, когда Атиша болела рука, он пришел к Бангтомпе и сказал ему: благослови мою руку в силу своих благих намерений. И кроме этого, Атиша сказал, что у вас в Тибете даже нету подходящего термина для обозначения праманы. Именно поэтому вы не можете вступать в диспуты с небуддистами. Если небуддистские ученые придут в Тибет, вы не сможете противостоять им. Все это свидетельствует о том, что у Атиши были очень глубокие знания праманы. И что касается изучения Атиши, говорится, что когда он был молодой, он прежде всего посвящал себя изучению тантры. И, к примеру, у него было видение Хиваджры в храме Черной горы, где он получил предсказание Дакинь. И на этой горе он также получил полное тантрическое посвящение от гуру Рахула Гупты, который даровал ему тайное тантрическое имя Джняна Ваджра. И также он изучал практику ямантаки с мастером тайной мантры по имени Камала Ракшида. Камала Ракшид был очень могущественным йогином. Согласно хроникам, он мог превратить нектар алкоголя в молоко, а также пересек Ганг на своей подстилке для медитации. И также именно с ним, с Камала Ракшидой, учился Атиша. Был еще другой мастер по имени Авадутипа. И в одних хрониках говорится, что Атиша учился с Авадутипой на протяжении 7 лет. Другие говорят, что на протяжении 12 лет. Авадутипа принадлежал к йогачара Мадхьямаке. И благодаря этому Атиша обрел воззрение йогачара Мадхьямаки. И однажды, когда он пребывал в Тибете, Атишу спросили, почему у вас воззрение йогачары. И Атиша ответил: это точно
этот же вопрос я задал своему, а, своему гуру Авадутипа. И Авадутипа ответил: «Эй, я вижу Дharму таким образом. Я познал на природу Дharмы, и поэтому тебе также следует придерживаться этого воззрения». Это то, что Авадутипа сказал Атиша. 초월해야 И 라마 깨닫지 신다죠. 티카레사나 신디바시지 케바 구주기 나니. так, что касается воззрения Атиши, он придерживался воззрения Махаяны и в особенности школы йога-чара, воззрения йога-чара. 제자 조직이 공군윤에 Обычно в Тибете говорится о том, что большинство мастеров, которые учили в Тибете, являются мадхьямиками, приверженцами срединного пути мадхьямики. Однако среди них Атиша выделяется своим предпочтением воззрения йогачары. И причиной для этого является также то, что у Атиша был еще один учитель, Шантипа. Шантипа является одним из самых выдающихся мастеров йога-чары Древней Индии. И Атиша изучал с Шантипы Прагняпарамиту в 8000 строках. И во время этого изучения Шантипа опроверг каждое из объяснений Прагняпарамиты Мадхьямаки. И благодаря этому понимание Мадхьямаки Атиши стало более четким. То есть он не разочаровался в воззрении Мадхьямаки, а наоборот, обрел еще более ясное понимание Мадхьямаки. И таким образом Атиша сочетал в своем воззрении йогачару и мадхьямику, поэтому можно сказать, что он был йогачару мадхьямикой. И также, кроме мастеров Свадандрики, Атиша также обладал верой мастеров прасангики. Например, говорится, что он обладал верой в традицию Чандракирти, который в Тибете считается основателем прасангика Мадхьямаки. И таким образом Атиша был знатоком как Мадхьямаки, так и йогачары. И согласно хроникам, когда Атиша пребывал вместе со своим гуру Авадутибой, они никогда не разговаривали на обычные темы. И иногда Атиша просил какие-то учения без проявления глубокого уважения, например, без подношения золотой мандалы. Тогда Авадутипа не учил его. И иногда он не просил учения, но Авадутипа давал ему учения тогда, когда на эти учения не было совсем времени. Однажды говорится о том, что однажды Атиша переходил вместе со своим гуру по узкому мосту, а Авадути пошел впереди, обернулся и сказал: «Сын, пока ты не освободишься от цепляния кья, избегай даже наименьших вызреваний кармы». И это произвело большое впечатление на Атишу. И в своих воспоминаниях Атиша говорит о том, что
каждый из слов его гуру приводило к особому прозрению. И так он получил много учения дharмы от многих гуру. В особенности он получал тантрические учения от мастеров, которые обрели ситхи. И Ачиша сам практиковал поведение йоги, так как как его учил Авадутипа. И говорится, что Ачиша провел 6 лет в затворничестве, практикуя тантру. И, таким образом Ачиша глубоко изучал тантраяну, а также практиковал тантраяну. И это, по словам самого Ачиши, привело к тому, что он зародил гордыню, он стал считать себя знатоком тантры. И однажды, когда он путешествовал по Северной Индии, ему приснился сон, к нему проявилась Дакини и показала ему множество тантрических текстов и спросила его: «Ты знаешь, что это за тантры? Знаешь ли ты эти тантры?» И Ачиша даже никогда не слышал о названиях этих тантрических текстов. И в уголке лежало несколько томов, и Адакини указала на них и сказала: «Это те тексты, которые ты знаешь. Все это множество тантрических текстов ты не знаешь». И однажды также его божество Ядам, Тара акациевой рощи, проявилась перед ним и спросила: «Являешься ли ты пандитой, которая практикует тайную мантру?» Атиш ответил: «Да». Тогда она упомянула несколько тантрических садхан и спросила: «Знаешь ли ты эти садханы?» Атиша ответил, что никогда не видел, никогда не слышал об этих текстах. И на это Тара ответила: «Неужели? А как же тогда ты так гордишься своим знанием тайной мантры? Ты лишь конский волос в этом мире людей. А тантры, которые ты знаешь, они лишь конский волос в мире людей. Все тантрические тексты в руках Даки». И после этого она растворилась. И Атиша говорит, что с того времени его гордыня была разрушена. И хотя он и знал много тантр, он понял, что он знал лишь небольшую часть из всех тантрических учений. И, и это то, что касается молодости Атиши, о том, где он родился и как он изучал тайную мантру Тантраян. И давайте на этом остановимся и продолжим завтра.